С начала текущего года зафиксировано более 1800 случаев заболеваемости. Отдельные школы и сады прекратили образовательный процесс в некоторых группах и классах. Ситуацию осветит наш корреспондент Александра Цыбикова. На совещании с участием руководителей управления образования, здравоохранения, культурных и спортивных объектов Нирингри главной темой стал скачок эпидемии, который пришелся на конец января. За последнюю неделю зафиксировано 869 обратившихся за медицинской помощью, из них 812 – дети. Также среди детей есть случаи заболеваемости гриппа H1N1 – это один случай, и второй случай H3N2. Это получается те штаммы вируса гриппов, которые, если человек бы вакцинировался осенью, то он бы этими штаммами бы не заболел. Соответственно, эти трое детей, они не были провакцинированы. На ближайшую неделю в районе отменены все спортивные и культурно-массовые мероприятия в закрытых помещениях. Ограничены посещения родственников стационарные подразделения Нирингринской ЦРБ. Из образовательных учреждений на карантин закрыта одна школа, в которой рост заболеваемости и отсутствие детей на занятиях превысило 20% от общего числа учащихся. Рост заболеваемости составляет весьма серьезные цифры. Инфекционные отделения также заполнены, и большинство людей, которые попадают в инфекционное отделение, они в первую очередь попадают с осложнениями острых респираторных инфекций. Что говорит о том, что в первую очередь необходимо, конечно, проводить все профилактические мероприятия. По итогам совещания также был поднят вопрос о взаимодействии с руководителями учреждений социальной направленности, об их обязанности незамедлительно оповещать Роспотребнадзор о всех возникающих ситуациях на их объектах с целью своевременного проведения профилактических мероприятий, пока процесс не принял более затяжной характер. Александра Цыбикова, Захар Головин, Нирингри.